Всем привет! В эфире передача «Дом, хозяйство и село». В нашей передаче вы сможете получить исчерпывающую информацию о ведении хозяйства, разведении скота и программах, ориентированных на развитие сельского хозяйства. Наша передача посвящена всем, кто заинтересован в создании собственного подсобного или фермерского хозяйства, всем, кто добился успеха в этом деле и готов поделиться своим опытом. Передача «Дом, хозяйство и село» предлагает самый доступный на сегодняшний день способ обратиться за помощью в Азиатский кредитный фонд. Здесь не только выделят средства, но и помогут в разработке оптимального бизнес-проекта. В Азиатском кредитном фонде работают люди, имеющие большой опыт. Они с удовольствием делятся своими секретами, мастерством, предлагают точные расчеты. А сегодня мы поговорим на тему ремесленничества. Ремесленничество – это индустрия с налаженным серийным выпуском сувенирной продукции и предметов быта. Ремесленничество – это древний вид деятельности, это изготовление чего угодно, не производственным путем и не заводским, а своими руками, используя необходимые инструменты и станки. Ремесленники – это весьма талантливые люди, которые, увидев в своем воображении какой-либо образ, могут передать его в материальном виде. Плетение корзин, резьба по дереву, чеканка, писание картин и изготовление кукол, а также раскрашивание яиц, вышивание национальных узоров, изготовление декоративных цветов и изготовление различных резных кованых предметов из металла, гончарное дело и многое-многое другое. С давних времен ремесленничество было семейным делом и передавалось от отца к сыну, от матери к дочери. Таким образом, сохраняется национальное наследие каждого народа. Сейчас Казахстан переживает период возрождения национальной культуры казахского народа. Проводятся выставки, а также конкурсы для ремесленников. Искусство мастеров древней степи не забыто. Изделия отечественных зергиров давно пользуются в мире заслуженным уважением. Нельзя оставаться равнодушным при виде тонких, продуманных, великолепных исполненных ювелирных композиций, а при виде мягчайших подушек и одеял, выполненных в лоскутной технике, руки сами тянутся потрогать. Разноцветием переливаются росписи по шелку, а творение умельцев-оружейников сковывает своим стальным холодным блеском. И глаза разбегаются при виде многообразия изделий из войлока, от мебели до бижутерии, обуви и одежды. А дети приходят в восторг от игрушек, зверушек и кукол, настоящих восточных красавиц. Вся продукция индивидуальна и представлена во всем великолепии. Хочу изготавливать изделия своими руками. Скажите, с чего начать и выгодно ли это? Народные ремесла – значимая часть материального культурного наследия Казахстана, поэтому их сохранением и развитием занимаются сегодня государственные, общественные и частные структуры. Проводятся профессиональные бизнес-тренинги, издаются обучающие фильмы и пособия по различным видам прикладного искусства и ремесел. Я думаю, что задолго до перестройки мы уже задумались над тем, чтобы свою культуру кочевую, очень своеобразную, в общем, одна из жемчужин культуры всех народов, ее восстановить, возродить и показать. И это было целью. И в то время мы мечтали. А вот в данный момент я могу удовлетворительно говорить о том, что группы ремесленников образовались, от сувениров до одежды из войлока, шерсти, вот именно чистого натурального продукта, сырья сейчас изготавливают. Вы видите, например, сейчас сувениры, ковры, текемет, вот нетканые ковры, сырмаки. Вот это все изготавливается из шерсти. А было время, когда шерсть в Казахстане просто сжигали, потому что не умели что-либо делать из нее. Мы делаем войлочные изделия из разных шерсти. Есть вот грубая шерсть, домашняя. Мы ее берем прямо у местных хозяйственников, у тех, кто ведет свое крестьянское хозяйство. Вот мы у них берем ту шерсть, которую они раньше просто выбрасывали, им некуда было ее девать. И сейчас вот такую шерсть грубую
не белую, ее не принимают нигде, например, заготовители. А нам она как раз вот для обуви, для производства тапочек очень необходима. Мы ее сами моем, отдаем на расчесывание, и к нам приходит очень хорошая шерсть. В ней очень много ланолина в составе, она полезна. Ее волокна делают как бы микромассаж стоп, и это имеет прям такой лечебный эффект. Дети с удовольствием носят нашу обувь. Для них мы делаем вот тоже из полутонкой, немного грубоватая, но тоже из домашней шерсти добавляем, потому что она имеет тоже очень полезные свойства для организма человека. Берем и такую вот тонкоронную шерсть. Ее мы уже покупаем по довольно-таки дорогой цене. Вот из тонкой шерсти мы делаем вот такие сувенирные украшения. Украшения, бижутерию, сувениры разные делаем. Вот видите, с шелком делаем. Мы делаем разный войлок, и такой толстый, и тикеметый, и делаем тонкий, нано-войлок он называется. Войлок он может и с шелком валяться, и с другими тканями, только натуральными. И красители мы используем в основном натуральные, чтобы все имело такое поменьше химии. Отрадно сознавать, что ремесленники Казахстана имеют все больше площадок для профессионального общения и демонстрации своего мастерства широкому кругу общественности. Народные умельцы приносят людям радость и знают, что ремесло всегда в почете. Тұрғынымын. Бұрын 25 жыл мал бақтық. Малдан шығып ауылға келгеннен кейін қыздардың жасауын жасай бастадым. Рукоделие является одним из древних обычаев нашего народа. Мы знаем несколько разновидностей рукоделия, и одним из них является изготовление различных вещей из кошмы и войлока. Кошма – это войлочный ковер из овечьей или верблюжьей шерсти. Кошма вырабатывается и широко применяется в быту. Из них изготавливаются юрты и валенки, а также многие другие вещи. Рукоделие из кошмы в наше время очень популярны. С каждым годом она обновляется, развивается и передается от отца к сыну, от матери к дочери. То есть обучают этому ремеслу молодежь со школы. Обучение этому делу развивается у нас и в Казахстане. Мы видим на выставках и конкурсах красиво и искусно приготовленные изделия из кошмы. В музее нашего первого президента Нурсултана Назарбаева хранятся различные изделия из войлока и кошмы, сделанные руками наших предков. И мы обязаны сохранить и развивать этот вид ремесла в наше время. Соны енді былай фантазия қып дей ма? Фантазия қып жасағанымыз. Это особый вид искусства, чей продукт обязательно эксклюзивен и весьма дорог. На кого стоит ориентироваться? На рядового покупателя или корпоративного клиента? Обо всем этом вы узнаете из нашей передачи. Вначале мы, когда границы открылись, очень дешево оценивали свою работу. А теперь мы понимаем, что ручная работа, индивидуальная, эксклюзивная работа, это, в принципе, граничит как бы с искусством. И вот мы ездим раз в год в Соединенные Штаты Америки, в город Санта-Фе. И там с удовольствием нас ждут, потому что вот именно центральноазиатское ремесло, центральноазиатская культура для них сейчас в новость, и с удовольствием они покупают, потому что изделия действительно очень оригинальные, и основной принцип – использовать натуральное сырье. Это очень довольно трудоемкий процесс и длительный, потому что шерсть ее надо мыть, ее надо расчесать, подготовить таким образом. Потом мы ее красим, и уже подготовленную шерсть мы раскладываем и используем в этом национальную нашу казахскую технологию раскладывания шерсти. Казахи издавна, чтобы у них получился тикемет ровный, они ее делили на пропорции, и вот эти слои раскладывали более-менее равномерно. И вот эту технологию мы сейчас тоже используем. Для тонких вещей, для шарфов, например, мы используем такие тонкие слои. Есть толстые слои, которые используются для пинеток, например, детской обуви, и для тапочек. Тапочки из нескольких толстых слоев. И их надо еще потом смочить. Потом надо их все собрать на лекале. Это швейцарский метод без шовной технологии.
На лекале надо это собрать, потом это надо горячей водой мылить и валять с водой. Мылить мыльным раствором и валять. И это очень долгая технология. Но мы должны этому следовать, потому что мы делаем качественную обувь. Она должна именно до кондиции войлока, да, это самое. Он как бы как немножко гулко отдает, когда его бьешь, если он доваленный войлок. Вот этого мы добиваемся. Хоть это и долгий процесс, но это очень интересный процесс. В процессе изготовления человек уже придумывает другие образы, что он может здесь какие-то узоры или мозаику положить, или какую-то аппликацию. То есть фантазия здесь притворяется в дело. В ряде областей созданы центры поддержки ремесленников. Такие центры занимаются повышением качества продукции и квалификацией работающих, обеспечением информации о рынке сбыта, обучают навыкам предпринимательской деятельности. Мастера получают навыки ведения бизнеса, передают традиции ремесленничества молодому поколению, открывают предприятия малого бизнеса. Цель ассоциации, это, вы знаете, вначале было очень трудно нам, потому что ремесленники находились в разных районах, они не умели продать, не умели рекламировать свои изделия. Цель Центрально-Азиатская ассоциация в поддержку ремесел. И в 1995 году ремесленники Соединенных Штатов Америки и штата Северной Каролины приехали и в течение 5 лет нам помогали, как должно ремесло вжиться в рыночную экономику. И действительно, в нашей стране, в Республике Казахстан, вот это развитие полнокровно случилось. Ювелирные украшения, изделия из кожи, войлока, шелка, глины, восточная миниатюра, резьба по дереву и кости, художественная роспись и тиснение по коже, чем только не славятся народные умельцы. Каждое творение индивидуально, и не обязательно быть знатоком, чтобы оценить уникальность этого произведения. Высшая ловкость состоит в том, чтобы всему знать истинную цену. Для принятия такого важного решения, как приобретение, нам поможет рубрика «Почем?». Для желающих приобрести национальные сувениры существует широкий выбор. Вопрос стоит только в цене. Какую цветовую гамму лучше положить, чтобы изделия выглядели более эстетично, чтобы они привлекали внимание, чтобы детям, например, нравилось их одевать. Сейчас же вот все, даже маленькие, они пытаются все вот свое, то, что им нравится носить. Я думаю, в этом тоже плане мы должны расти и предлагать людям такой креативный, интересный, разный товар, в общем. Сохраняя и развивая ремесленничество и прикладное искусство, нельзя забывать, что это наследие наших предков, которое создавалось и изменялось, усовершенствовалось веками. Сегодня мы часть этой доброй продолжающейся истории. Сейчас век технологии, но раньше такого не было. Стоит представить нашу прародительницу, которая ночами, сидя у очага, самодельной иглой на самотканном грубом сукне старается вышить незатейливый узор, который только что придумала сама. Этот узор станет будущим орнаментом, без которого одеяло или подушка не будут так дороги казахскому сердцу. Знаете, у французов есть же, говорят, мы не такие богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Они видят, что качество очень хорошее и на натуральной основе, и поэтому они приходят и у нас покупают очень смело и доступно от сувениров с 200 тенге до, конечно, творческих работ. И даже когда мы проходили тренинги о ценообразовании, нам объясняли одну из таких наиболее стойких понятий, это что у ремесленника должно быть от 3 до 5 долларов изделия и до творческих до 300-500. То есть на ярмарке он на хлеб, соль, на необходимость, он зарабатывает на вот этих малых изделиях и творческих работах. А теперь давайте узнаем мнение казахстанцев о том, выгодно ли заниматься прикладным искусством, а также актуально ли на сегодняшний день ремесленничество.
В наше время очень выгодно заниматься ремесленничеством. С удовольствием приобрела бы изделия из натурального материала. Да, я бы хотел приобрести изделия из натурального материала. Возможно, у вас уже появилось желание научиться, к примеру, резьбе по дереву. А возможно, вы уже планируете начать свой бизнес? Достаток в ваших руках, дорогие телезрители. Наверняка каждый из вас может смело завести собственное фермерское хозяйство, иметь подворье, разводить домашних животных, начать ремесленничать, выращивать культуру и иметь на столе продукты, а вместе с тем и прибыль. Азиатский кредитный фонд и передача «Дом, хозяйство и село» – это ваш путеводитель и помощник в том, чтобы вы были информированы и достаток в вашем доме приумножался. До новых встреч, дорогие друзья!